Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Состоялась встреча руководителей ряда политических партий и общественных организаций Абхазии, сообщил начальник управления по связям со СМИ администрации президента Алхаз Чулоку. Во встрече приняли участие представители политических партий Амцахара, Единая Абхазия, Айтейра, Народный фронт Абхазии, общественных организаций Абсадгил, Абзанхара, Форум молодежи Абхазии, фонда имени Сергея Багапши и экспертного фонда Ахепшимра. Обсуждалась общественная политическая ситуация в стране. Участники встречи выразили необходимость более активного взаимодействия политических партий, общественных объединений с органами государственной власти. В целях осуществления сотрудничества было принято решение о формировании коалиции общественно-политических организаций в форме единого общественного движения. Генеральный директор РУП «Черноморэнерго» издал распоряжение о незамедлительном отключении всех действующих фирм по добыче криптовалют на территории Абхазии. Районным филиалам «Черноморэнерго» и филиалу «Энергосбыт» приказано отключить все незаконно действующие фирмы по добыче криптовалют в срок до 29 декабря текущего года. Отрезать кабели и провода на воздушной линии 6 на 10 Вт. Проверить соответствие вида деятельности согласно выданным техническим условиям. В случае осуществления майнинга криптовалют юридическими и физическими лицами по ранее выданным техническим условиям на другие виды деятельности, данные технические условия будут аннулированы. Распоряжением также возложена персональная ответственность на руководителей территориальных филиалов «Черноморэнерго» и «Энергосбыта» за самовольное технологическое присоединение к электросетям всех абонентов для целей майнинга криптовалют. Отмечается, что неисполнение настоящего приказа влечет за собой освобождение от занимаемой должности. 8 декабря постановлением Кабмина была запрещена деятельность майнинговых фирм до 1 июня 2021 года. Между тем, Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии продолжает работы по выявлению, пресечению, предотвращению фактов осуществления майнинга криптовалюты. В рейдовых мероприятиях приняли участие и сотрудники ОВД по Сухумскому району. На этот раз правоохранительные органы проверили ранее закрытые криптофермы. К владельцам многих из них у сотрудников милиции возникли вопросы. Репортаж Алики Трапш. Рейдовые мероприятия начались с села Яшха. Этот объект по добыче криптовалют был отключен от электросетей еще 20 дней назад. Но к приезду сотрудников МВД ферма работала. Ранее поставленные пломбы со счетчиков были сняты. На ферме 80 аппаратов по добыче криптовалюты. Здесь же установлен трансформатор мощностью 630 киловатт. В час ферма потребляет до 200 киловатт электроэнергии. Специалисты Черноморэнерго определили, что трансформатор установлен с нарушением правил эксплуатации. Энергетики отключили трансформатор от высоковольтной линии электропередачи с целью его изъятия. Специалистам еще предстоит установить наличие этих условий на подключение трансформатора к электросетям. Руководством было принято решение, если майнинг фермы ранее отключенные снова подключаются, изымать трансформаторы. Однако сегодня не получилось это, так как погодные условия и техника не может подъехать для этого, чтобы изъять трансформаторы. Мы отключили их от сетей. Когда будут погодные условия, возможность транспортное средство приедет и манипулятор изымет трансформатор. Далее сотрудники МВД направились на территорию бывшей швейной фабрики в Сухуме, где ранее была отключена ферма. Как видно, пломбы на счетчиках не повреждены. Ферма не функционирует. Оттуда инспекция направила в село Ачадара. Сотрудникам МВД пришлось долго стучать в ворота и вести переговоры с охраной. Мы проводим проверку в вашем районе. Будьте добры, откройте нам ворота, чтобы мы могли обследовать вашу территорию. Спустя время охранник запустил всех вовнутрь. В глубине территории за ангарами была найдена майнинговая ферма, в которой 117 единиц техники. Как оказалось, криптоферма еще 2 недели назад была отключена сотрудниками Черноморэнерго. Однако пломбы не были установлены, но от трансформатора были отсоединены провода. На этот раз сотрудники МВД опломбировали ферму. Здесь ранее была выключена данная ферма сотрудниками Черноморэнерго, но как бы опломбирована она не была. Доступно было само помещение, но провода, которые бы подходили, были отрезаны. То есть сейчас контейнер полностью обесточен, но мы приехали, убедились в этом и наложили свои пломбы, конечно. Мы изымаем трансформатор на ответственное хранение в Черноморэнерго. После мер каких? То есть, если мы уже опломбировали, приезжаем, сняты наши пломбы, первая причина, от которой мы можем уже исходить и изымать трансформатор на ответственное хранение. То есть, мы не изымаем с концами, не конфискуем
говорим, нет, ни в коем случае мы только лишь на ответственное хранение. Далее рейдовые мероприятия продолжились в селе Нижняя Ишера. Силовики посетили ранее опломбированную ферму на территории сельхозобъекта. Охрана беспрепятственно пропустила инспекцию внутрь здания. Здесь 222 единицы техники. Пломбы, установленные ранее на счетчиках, были на месте. Однако не все было так безоблачно, как могло показаться. На данном объекте аппараты отключены. Однако, если к ним притронуться, еще заметно, что они теплые. Это говорит о том, что ферма совсем недавно работала. Но к приходу сотрудников МВД ее отключили, по всей видимости. В итоге было принято решение об отключении трансформатора и его изъятии для дальнейшего установления правомерности подключения его к электросетям. Здесь же, в селе Нижняя Ишера, на территории бывшего молзавода, найдена еще одна майнинговая ферма. Вход в объект закрыт, но в окне второго этажа можно увидеть майнинговые аппараты. Еще с улицы были слышны звуки работающих майнинговых аппаратов. Но когда охрана открыла дверь, вся вычислительная техника уже была отключена. На данной ферме было обнаружено 300 аппаратов. До нас доносились звуки, характерные майнинговой аппаратуре. Ну, к тому моменту, когда мы уже подходили, она была отключена, конечно же, как обычно. Мы произвели свою процедуру, то есть опечатали, выключили. Будем контролировать также. В случае повторного подключения этой фермы, конечно же, так же, как и в остальных фермах, там будут изыматься такие агрегаты, как трансформатор. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов осуществления деятельности по добыче криптовалют по всей территории Абхазии, ежедневно осуществляются сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД Абхазии. Аля Катрап, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Ночью 25 декабря на водозаборной насосной станции номер 2 произошла авария. В районе Учхоза трубу диаметром 500 миллиметров прорвало в 2 местах. Именно по этой причине в Сухуми была приостановлена подача воды. Целый день на месте аварии шли ремонтные работы. В то же время в Сухуми специалисты компании «Астория Аквасервис» продолжают подключение новых водопроводных труб к магистральным сетям. Эти работы планировали завершить еще в понедельник. Однако возникли сложности, что привело к частым отключениям воды. О том, когда, наконец, в городе наладится стабильное водоснабжение, узнавала Гугут Савардания. В Сухуми продолжаются работы по замене водопроводных труб и подключению их к магистральным сетям. Сейчас работы завершаются на перекрестке улиц Гулия и Воронова. Расскажите, пожалуйста, а что вы делаете сейчас? Муфту ставлю. Чтобы потом задвижку посадить сюда. А после этого подача воды будет восстановлена, стабильная? Да. Этот участок на перекрестке улиц Гулия и Воронова специалисты называют самым сложным, так как его пересекают все старые магистральные сети, а это создает большие проблемы. Работы здесь планировали завершить раньше, но не удалось уложиться в назначенный срок. Ну да, работы должны были завершиться намного раньше, но вот из-за вот этого узла, который здесь, вот пересечение Воронова с Гулия, самая сложная проблема оказалась, которая просто... И по причине вот сложности этого всего работы как бы были не уложены в срок. Вот этот участок на улице Воронова – это как бы завершающий этап для того, чтобы полностью поднять давление водопровода в городе. Вся запорная арматура гнилая, и все задвижки, которые были, они просто при демонтаже были рассыпаны. Поэтому здесь сейчас новый узел полностью делается, и вот сегодня эта работа будет завершена. На сегодняшний день в городе проведена большая работа по прокладке водопроводных труб и их подключению к магистральным сетям. По словам специалистов, после ремонта подача воды будет стабильной. Да, во-первых, стабильная, во-вторых, будет нормальное давление. Сейчас просто вот из-за участка на улице Воронова, то, что разрыв промежутка между задвижками просто пока еще не был восстановлен, поэтому необходимый напор, необходимое давление, которое обеспечивается во всем городе, просто оно пока не было произведено. Но вот сегодня уже перемычка будет установлена, и, соответственно, все давление, которое со всего города ввиду закольцованности системы, она будет восстановлена. Эти трубы прослужат больше, чем 50 лет.
Это то, что заявляет как бы завод-производитель. Но в практике они служат намного дольше. Что касается отключения воды утром 25 декабря, то это никак не связано с ремонтными работами по улице Гулия и Воронова. Ночью произошел разрыв трубы на второй насосной станции водоканала. Это на территории Учхоза. Это центральный водовод города. Просто внезапная авария, просто произошел разрыв стыка. И водоканальные службы сейчас этим занимаются. Вот этот участок, он именно тем сейчас так получилось, что задвижки у нас стоят по обоим концам. И, в принципе, работам не мешает. Как только этот участок будет завершен, открываются задвижки и подается водоснабжение дальше. То есть весь город будет с водой. Ну, надо, чтобы водоканал завершил свою работу. На время ремонта в городе были вырыты котлованы, что доставляет неудобства горожанам. По словам специалистов, дороги будут заасфальтированы сразу после завершения ремонтных работ. Это сегодня все будет засыпано, выровнено, да, но здесь еще будут потом после Нового года производиться работы по замене ливневой канализации, то есть ливневки, которые находятся на тротуарах. И после этого будет произведено уже полное асфальтирование. То есть невозможно заасфальтировать улицу, не поменяв подземные коммуникации, иначе потом придется опять этот новый асфальт скрывать и менять все эти участки. После новогодних праздников специалисты планируют продолжить работу еще на 2 сложных участках – улицах Абазинская и Джонуа. Гугуца Вардания, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение. МИД Абхазии распространил комментарий, в котором выражается серьезное беспокойство в связи с наращиванием военного потенциала Грузии. Как стало известно из выступления министра обороны Грузии Гарибашвили в ходе парламентских слушаний, в 2021 году грузинское военное ведомство планирует закупить партию разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, он отметил, что недавно было подписано соглашение с Израилем об обновлении и полной модернизации противовоздушной системы Грузии. Совершенно очевидно, что эти современные виды вооружения могут быть применены исключительно для силового решения нерегулированных конфликтов, отмечается в комментарии МИД. Глубоко убеждены, что интенсификация процесса милитаризации Грузии носит крайне опасный характер и несет прямую угрозу миру и стабильности, подчеркивается в документе. Учитывая сложившуюся ситуацию, абхазская сторона намерена потребовать у представителей США детальных разъяснений относительно намерений грузинского руководства по наращиванию военного потенциала и обоснованную аргументацию о планах дальнейшего применения подобного высокоточного и крайне эффективного наступательного вооружения в нашем регионе. В информации оперативного штаба по защите населения от коронавируса за 24 декабря сообщалось, что 23 декабря в Ткварчалской больнице умерла пациентка 1968 года рождения с диагнозом COVID-19. В Ткварчальской ЦРБ эту информацию опровергают. Как сообщила нам главврач больницы Лали Гаргулия, в больнице не было ни одного случая летального исхода от коронавирусной инфекции. По словам главврача, больница предоставляет сводку Министерству здравоохранения каждый день. Кто предоставил министерству подобную информацию, будет выяснять глава Ткварчалского района. В больнице уже 2 недели принимают коронавирусных больных, для которых организовано 15 коек. На сегодняшний день все они заняты. Помимо этого, на амбулаторном лечении находятся 20 человек. В Сухуми прошла юбилейная конференция, посвященная 25-летию создания Национального онкологического центра и онкологической службы в Абхазии. В ней приняли участие заместитель министра здравоохранения Вахтанг Вардания, сотрудники Национального онкологического центра, а также приглашенные гости. Репортаж Щезина Ханагуа. До Отечественной войны народа Абхазии в республике функционировал Сухумский городской онкодиспансер, оснащение и объемы лечения в котором были ограничены. А после окончания войны и до конца 1995 года население страны и вовсе оставалось без онкологической помощи. Открыл юбилейную конференцию Национального онкологического центра главврач Лева Аргун, который рассказал об истории создания и становления лечебного учреждения. Нужно было организовать эту службу. Постановление было Кабинета министров 12 октября 1995 года о создании онкологического учреждения, которое отсутствовало на протяжении 4 лет. Это с начала войны, который сгорел в городе Сухум, и после войны. То есть
онкологической службы вообще не было. И люди обращались в общее лечебное учреждение. Коллеги об этом знают, были сложности. Выезжать тоже в то время не каждый мог себе позволить. За 25 лет республиканский онкодиспансер прошел в своем развитии и становлении трудный путь. В Национальный онкологический центр он был переименован в 2014 году. Тогда же была утверждена эмблема учреждения. Я помню, когда они молодыми людьми работали на Пушкина в онкодиспансере, что было тогда и что есть теперь. Уровень онкологической службы в Абхазии в организационной части, конечно, нет другого имени, кроме как Лев Заабетович. И, конечно, многие теперь благодарны ему. Я думаю, будут еще более благодарны грядущие молодые люди, доктора и пациенты. Без личностных человеческих качеств этого было достичь, добиться нельзя. Принцип непрерывного медицинского образования. Руководители онкоцентра ставят перед собой именно такую задачу. Медицинский коллектив старается донести до каждого пациента мысль, что рак – это не приговор, а диагноз. На сегодняшний день и в нашем центре мы имеем такие препараты в таблетированных формах, которые имеют очень хорошую эффективность и достаточно хорошо переносятся. Мы очень стараемся назначать такие препараты пациентам, потому что, конечно, это удобнее и для врача, и для пациента, и удовлетворительная их переносимость, конечно, всем нам приятно. Хотелось бы также отметить, что в нашем центре мы имеем высокотехнологичное оборудование, которое позволяет нам проводить химиотерапию с определенной скоростью, по определенному времени, с определенными интервалами. Конечно, онкологи того времени даже подумать об этом не могли, что это когда-то станет возможным. В работе юбилейной конференции Национального онкологического центра и онкологической службы приняли участие приглашенные специалисты. То, что вы сделали, то, что сейчас я услышал, это говорит о том, что о людях заботятся, потому что главный ресурс любой страны – это люди. Если они болеют, умирают, и мы не занимаемся этим, доктора, да, то значит мы теряем кого? Самое главное, мы теряем наше будущее. Как и с языком. Если культура потеряла, язык потерял, то уже не государство. Перспективы, открывающиеся сегодня перед Национальным онкологическим центром, это результат усилий руководства и всего коллектива, для которого лечение онкобольных является приоритетным направлением работы, что позволяет не только эффективно лечить больных, но и участвовать в международной научно-практической деятельности. Шазина Ханагу, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Абхазский государственный университет, Национальный институт архитектуры и строительства Армении, Северокавказский федеральный университет и Юго-Осетинский государственный университет в онлайн-режиме подписали соглашение о создании консорциума «Большой Кавказ». Договор предусматривает развитие научно-образовательного и культурно-гуманитарного сотрудничества в области изучения и преподавания русского языка, усиление интеграции научно-образовательного пространства вузов стран Большого Кавказа. Ключевая позиция, которую преследует консорциум, это такие позиции: методика преподавания, учебно-методические комплексы, обмен опытом, развитие кадрового потенциала, академическая мобильность, повышение квалификации, научные и научно-методические различные мероприятия. Все это очень важно для наших вузов. Я надеюсь на то, что пройдет пандемия. Хочу поделиться опытом с моими коллегами, что мы в условиях пандемии все-таки постарались сохранить 75% студентов посещали у нас занятия очно, 25% обучались дистанционно. Мы сделали так, чтобы без риска пройти это. И мы программу первого семестра выполнили.
жизнь продолжается, надо делать все для того, чтобы не проливалась кровь, чтобы молодежь могла учиться. У нас потенциал имеется. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Большой привет и уважение всем вашим коллективам. Спасибо. Я хочу с гордостью сказать, что эта ассоциация функционирует в стенах Юго-Осетинского государственного университета. У меня в руках журнал «Русское слово в Южной Осетии», который выпускается также в типографии Юго-Осетинского госуниверситета, и одним из учредителей этого журнала является именно Юго-Осетинский государственный университет. И много очень проектов, это литературная гостиная и многое чего другое, которое работает в сторону изучения и развития русского языка и русской литературы. Я хочу обозначить те теплые отношения, которые сложились у нас с Абхазским государственным университетом. Для меня Олег Алексеевич является старшим братом. Соответственно, наши отношения также являются братскими между нашими вузами. У нас одна история, у нас одни и те же риски. И меня радует, что те отношения, которые сегодня сложились между нашими вузами, они максимально эффективные. Частный билетажный дом загорелся по улице Мичурина в Сухуми в половине 6 вечера 24 декабря. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного МЧС в 17 часов 23 минуты. На место происшествия выехали 2 пожарных и 1 спасательное отделение ПСО Сухума. В результате пожара полностью выгорели чердачное помещение, кухня и 2 спальни. Частично повреждена гостевая. Люди не пострадали. Причины происшествия устанавливаются. МЧС в очередной раз предупреждает, что в период холодов возрастает опасность пожаров и просит всех соблюдать правила пожарной безопасности. Международная деятельность, работа на местах, развитие информационного портала на нескольких языках, а также тесное общение с представителями абхазо-абазинского народа. На реализацию в 2020 году этих мероприятий, проектов, а также расходов на содержание сотрудников Всемирным абхазо-абазинским конгрессом затрачено более 13 миллионов рублей. ВАК отчитался о проделанной работе и рассказал о планах на следующий год. Подробности в репортаже Сарии Кварацхелия. Заседание Высшего совета и Президиума Всемирного абхазо-абазинского конгресса открыл исполнительный секретарь ВАК Инар Гицпа. Уважаемые члены Высшего совета, спасибо вам, что нашли время для участия в сегодняшнем заседании Высшего совета и Президиума Всемирного абхазо-абазинского конгресса. Информирую вас о явке на заседание. Сегодня присутствует 20 человек, членов Высшего совета. Несмотря на пандемию и на все сложности, связанные с ним, 2020 год для Конгресса выдался насыщенным и плодотворным. А важным вопросом остается сохранение и развитие абхазского и абазинского языков. На сегодняшний день ВАК осуществляет свою деятельность по нескольким направлениям. Международная деятельность, работа на местах, развитие информационного портала на нескольких языках, а также тесное общение с представителями абхазо-абазинского народа. Продолжался прием людей в члены Конгресса, и на сегодняшний день в наших рядах официально насчитывается более 1500 человек из 14 региональных отделений. Продолжались открытия местных отделений. В Абхазии у нас 31 местное отделение, в Турции 8. Силами команды Конгресса были организованы и реализованы 28 мероприятий в течение года. Сотрудники Конгресса были активно включены в борьбу с коронавирусом. Была оказана помощь всем соотечественникам, вернувшимся на родину и обратившимся за помощью к Конгрессу, а это 126 человек. Мы обеспечили их продовольствиями на период карантина. Более того, Мусаэкзеков закупил оборудование и медицинский инвентарь согласно списку оперативного штаба Министерства здравоохранения Республики Абхазия. В уходящем году была восстановлена традиция зажжения поминальной свечи Шамаха в День памяти махаджиров. В течение года были организованы 3 детских праздника в Сухуме, Атаре и Пакуаше. Был запущен проект «Говорим по-абхазски, говорим по-абазински». Это 80 онлайн-уроков по изучению родного языка с субтитрами на русском, английском, арабском и турецком языках. Ко Дню знаний команда Конгресса раздала специально заказанные тетради на абхазском языке 76 школ Абхазии. В рамках работы местного совета в селе Баслах продолжается строительство жилого дома силами сельчан для семьи
учителя местной школы. Также реконструкция школьного спортивного зала в селе Джерхуа силами местного населения при активном участии команды Конгресса. Также исполнительный секретарь ВАК Инар Гицба и член Высшего совета Инвер Алшундба совершили рабочую поездку в Сирию для встречи с абхазо-абазинской и черкесской диаспорами с целью обсуждения перспектив учреждения там регионального отделения ВАК, а также заключения соглашения о сотрудничестве с черкесской благотворительной организацией. Также в этом году ВАК и Абазино-Абхазское объединение Алашара запустили масштабный проект Амазара по сохранению и развитию нематериального культурного наследия абхазо-абазинского народа. Было отснято 3 видеоматериала о танцах, народных наигрышах и фильм о традиционных ножах. Председатель Высшего совета Муса Экзеков подписал соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским лесотехническим государственным университетом. Согласно соглашению, у абитуриентов из Абхазии всех стран, в которых представлен Конгресс и наша диаспора в целом, появилась возможность на бюджетной основе получить образование в этом престижном вузе. По видеосвязи на заседании присутствовал председатель Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Муса Экзеков, который поблагодарил членов ВАК за проделанную работу. Прошлый год мы были всегда на низком старте, мы отвечали на все просьбы, помогали, ну и продолжаем помогать, не оставляя реализовывать все пункты программы, которые заложены на этот год. Да, что-то мы перенесли, какие-то праздники не удалось сделать, но такая ситуация, я думаю, что все понимают. Исполнительный секретарь ВАК Инар Гицба рассказал об утвержденных планах на 2021 год. Усилия организации будут направлены на продолжение деятельности по открытию местных отделений Конгресса в населенных пунктах Абхазии, предполагая формирование активной гражданской прослойки на местах с целью решения ключевых потребностей населения. По итогам учреждения местных отделений и совместной деятельности по решению ключевых потребностей жителей планируется проведение ориентировочно осенью следующего года расширенной встречи с главами этих местных отделений, где будут подведены промежуточные итоги и намечены планы на интенсификацию и укрепление этой деятельности. Вместе с тем продолжится работа по реализации проектных мероприятий. Среди них проекты Аштра и Амазара. Также свою работу продолжат дискуссионные и родительские клубы. Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс придает весомое значение работе с молодым поколением и привлечению молодежи к деятельности конгресса. В марте-апреле 2021 года, согласно заключенному соглашению между ВАК и Санкт-Петербургским лесотехническим государственным университетом, ожидается приезд делегации преподавателей для принятия вступительных экзаменов у абитуриентов из Абхазии. Председателем Высшего совета утверждена традиционная благотворительная акция к 1 сентября, предполагающая раздачу всем первоклассникам всех школ Абхазии специально разработанных тетрадей и дневников на абхазском языке. Как известно, информационный портал ВАК вещает на 6 языках. Это те языки, на которых говорит многочисленная абхазо-абазинская диаспора, разбросанная по всему миру. В связи с пандемией работа портала не остановилась ни на один день. Единственное, были внесены изменения в форматы публикации. Мы перешли в новостной формат публикации, где мы в 2 разных форматах оповещали в основном нашу зарубежную диаспору о том, что происходит в Абхазии в связи с пандемией коронавируса. У нас на сайте есть блог, который отражает ситуацию в цифрах в целом по Кавказу, включая Абхазию и Карачаево-Черкесскую республику. И еженедельно по воскресеньям у нас выходят недельные итоги, где мы отражаем цифры по заболеваемости, по кто выздоровел, кто, к сожалению, какие летальные исходы. В случае благоприятной международной эпидемиологической ситуации продолжится работа по развитию разноуровневого взаимодействия с диаспорой в странах ее компактного проживания, отмечалось на встрече. На заседании Высшего совета и Президиума Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса в онлайн-формате вышли на связь члены конгресса из Турции, Германии, Иордании, Аджарии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края и главных городов России – Москвы и Санкт-Петербурга. Сария Кварацхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды.
По сообщению синоптиков, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью -1, +4 днем, 9-14 тепла. Температура морской воды +12. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.